по второму вопросу, наверное, уже буду отвечать. Да? Вот, у нас давайте по регламенту, по структуре, по повестке вопросы есть? По повестке вопросов, я полагаю, нет. По первому докладу, по первому вопросу. Я сейчас продолжу. Вы не думаете, что я на вопрос не ответил, да? По регламенту, по повестке, по благоустройству мы обсудили, вопросов нет. Мы сейчас сразу переходим ко второму вопросу нашей повестки, да, по теме строительства спортзала или пристроя. Да? Я же вас правильно понял? Да. Да. Значит, смотрите. Строительство спортивного зала, которое осуществляется сейчас, ни в коем мере не влияет на необходимость и, соответственно, на планы по строительству пристроя. Надо понимать, что это абсолютно две не взаимоисключающие задачи. На сегодняшний день у нас есть возможность за привлеченные федеральные средства построить спортзал в школе, где его нет. Вы же не будете этого отрицать? Строительство, мы же здесь строим не там, условно какой-то там объект конверсии, да, или там многоквартирный дом. Мы строим для школы спортзал, потому что у нас есть такая возможность. На сегодняшний день построить полноценный пристрой, да, мы понимаем, что школе он объективно нужен, да, как вот было сказано, у нас емкость школы, которая позволяет, да, нормативно, да, 500-600 детей. По факту их учатся 1500, да, ну, там 1200, наверное. 1300 детей. 1300 детей. Это же объективно, что школе нужен пристрой, да? Не хватает ее емкости. И нас убеждать в этом не надо. Мы, наверное, это не хуже вас знаем. И таких ситуаций по другим школам, я не хочу сейчас сравнивать, я в целом по городу говорю, у нас определенное количество. Да? Мы понимаем, что есть школы перегруженные, необходимо расширять материальную базу, назовем так. Поэтому строительство строительство спортивного зала не означает, что мы отказываемся от идеи строительства пристроя. Просто на сегодняшний день возможности в этом году или даже в следующем году полноценно начать строительство пристроя пока нет. Но сегодня есть возможность начать строительство и реализовать строительство спортивного зала. Вы же не будете отрицать, что это позитивное изменение. А почему именно там? Потому что на территории у нас другого места пока нет. Вот я мама 3 детей, у меня дети учатся в этой школе. Как они будут зимой бегать из здания в спортзал? Пока не идем в пору, пошел. Давайте по одному. И после физкультуры, соответственно, набегались, мокрые. И как они будут идти? Я понял ваш За здоровье вы отвечать будете. Надо же понимать, что спортивный зал это полноценное сооружение, где есть раздевальные комнаты, туалеты и так далее и тому подобное. При всем уважении дети придут, разденутся, позанимаются спортом, оденутся и дойдут до школы. К сожалению, мы в рамках финансирования, да, и в рамках этой программы строительства спортивных залов не можем его построить полноценно как пристрой к школе. Не позволяет нам Это я понимаю. А еще вопрос. Тогда вот пристрой у нас схематично стоит, он разве не мешает вот этот спортзал? Он же стоит по схеме. Да, смотрите, давайте будем честны и объективны. На сегодняшний день проектной документации на пристрой у нас нет. У нас нет ни источника, ни лимита. У нас есть проект планировки межевания территорий, где обозначены, условно на основании ранее разработанных эскизных проектов или даже, может быть, каких-то концептов. Которые мы, родители, сами делали. Вы сами его сделали, я абсолютно не спорю, что вы его сделали, но давайте будем честны, это не проектная документация, на основании которого строительство будет вестись. Вы должны это прекрасно понимать. Сформировать конфигурацию пристроя можно абсолютно в разных конфигурациях. Любая инженерная задача подразумевает многовариантность решения. Пристрой можно сделать, условно говорю, вдоль, поперек, 2-3 этажа и так далее и тому подобное. Мы столкнулись с ситуацией по строительству пристроев по разным объектам города. В 31-й школе построили, в 12-й школе построили, в 5-й, сейчас 26-й, 29-й строим. Везде разные стесненные условия, везде разные вводные данные. Там по 17-й школе вообще очень сложный земельный участок, да, где есть определенные ограничения. Здесь он тоже не легче. Соответственно, в рамках предпроектных любых проработок вариантная часть она будет разработана. Мы же не говорим, что мы отказываемся от этой идеи. Да, где-то будут сложности, это объективно. Где-то нужно будет пойти там по изъятию, да, где-то изменение границ, где-то, я не исключаю такой возможности, да, что в вашем случае возможно, да, опять же подчеркиваю, возможно, у меня нет никакого проекта сейчас. Мы должны будем зайти на существующую уличную площадку. Это тоже не исключается, но это вариант решения задачи.
А переместить можно будет? Что переместить? Ну, вот этот зал. Модульный спортивный зал, ну, чисто теоретически, это не объект капитального строительства. Если поставить себе такую задачу, да, условно говоря, там, через 5 лет или через 3 года у нас будет понимание, где какой конфигуратор. Вот я еще говорю, чисто теоретически возможно, практически гораздо сложнее. Ну, и я не думаю, что это та цель, ради которой нам, ну, к которой нам стоит сейчас двигаться. Можно еще вопрос? Я так поняла, вот и построить спортзал, да, и теоретически в будущем у нас будет пристрой. Это значит, получается, у нас новой школы вообще не будет. Потому что сколько бьемся в школы. Ну, подождите, давайте. У меня старшие дети закончили 20-ю школу, да. С тех пор, как старшая дочка пришла в эту школу учиться, были разговоры о строительстве школы. Она у меня уже заканчивает высшее учебное заведение. До сих пор идут разговоры про эту школу. Я многодетная мама. У меня самый младший сын заканчивает школу. До сих пор идут разговоры строительства 20-й школы. В 2018 году... Да, согласитесь, я... это здание не приспособлено под школу. Вот в 2018 году я встречался с Александром Сергеевичем, да? И он обещал после выборов уже заняться именно конкретно этим пристроем. Но так и все осталось там же. Ну, смотрите, задача, да, она непростая. На сегодняшний день нет такой возможности взять и сейчас начать строительство. Вы это прекрасно понимаете, не хуже меня. Но это не означает, что мы от этой идеи отказываемся. Понимаете? А кто нам может дать гарантию, то, что пристроено, например, в этом каком-то году будет именно? Вот это В этом году вам никто гарантии не даст. Короче, гарантий никаких, и пристроим мы... Пристрой же тоже не днем строится. Вы немножко реалистичнее смотрите на картину. Тут будет уже спортзал. А пристрой сколько... У нас его вообще нет. А пристрой сколько лет мы еще будем ждать? Нам его обещают, что он будет когда-то в планах. Школу тоже обещают. Тоже, а тут уже будет спортзал. Ну реально этому нужно сейчас хотя бы радоваться. А почему именно там? Сколько говорят, сколько депутатов... Почему здесь его не построят? А здесь свободный участок есть, через дорогу тоже свободный участок есть. Уважаемые родители, пожалуйста, давайте вот действительно по одному еще раз. Вот ваш, подождите, вот... У меня вопрос, а почему именно здесь, где у нас по ППТ, да, наш пристрой уже есть, на который уже деньги уже как бы выделены? Объясните, пожалуйста, какие деньги выделены? С Министерства образования Республики Саха-Якутия есть план очередности строительства пристроев. Там до 700 миллионов уже как бы уже обозначены эти деньги. И по перечню мы находимся... Я прошу прощения, что перебиваю, да? Вот на сегодняшний день нет ни проектной документации, Ну я понял. ни решения, ни в одной инвестпрограмме, к сожалению, да, не обозначена сумма финансирования. Что значит выделены деньги? Вот если бы деньги были выделены, у вас был бы пристрой. Нет. Поймите, пожалуйста. В перечне просто эти деньги прописаны, сколько она будет стоить, на сколько детей. Это абсолютно неправильный подход, потому что любая сумма, она будет формироваться на основании проектной документации, результатов экспертизы. Тогда с Министерства образования Республики Саха-Якутия нам фуфло отправили, да, Павел? Почему же? Это же планы, долгосрочные планы. Долгосрочные То, планы. что у вас объект, условно говоря, в неком реестре или списке перечне числится, это и означает, что он будет строиться. Тогда следующий вопрос. Почему именно здесь? А здесь свободный участок есть, и через дорогу тоже свободный участок есть. То есть вы предлагаете построить спортзал для школы через дорогу на другом земельном участке? Почему бы и нет? И сейчас только что был задан вопрос, как будут дети из одного здания ходить в другое. Но... Нет, через дорогу это еще хуже. Это во дворе школы. Ну, это намного... Но поскольку это чем спортзал через для дорогу. школы, я полагаю, он должен быть на территории школы. Ладно. А вот это вот котельная стоит на территории школы, там машины заезжают, детям это никак не будет, детей тут никак не покалечат нечаянно. Однозначно никто никого не покалечит. Безопасность, она в любом случае должна быть приоритетом. Да? Но на сегодняшний день есть такая ситуация. Да? Я вам со всей ответственностью заявлю, да, что строительство уважаемые родители, мы с вами вначале договорились, что один говорит, остальные слушают. Да? Вот я ваш вопрос выслушал, теперь я пытаюсь на него ответить, как могу. Вы, пожалуйста, тоже не перебивайте. Вот.
На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что действительно техника заезжает. Да? И строительство спортзала мы этот вопрос сейчас не решим. Он носит такой довольно комплексный характер с части теплоснабжения. Да? Но это не означает, что кто-то должен подвергаться опасности. Сейчас, к сожалению, мы никуда не уберем ни котельную, ни... Ну, во-первых, это не котельная, это офис. Ну, да, я имею в виду котельную, которая прилегает на предыдущей территории. Все мы знаем, да, мы все родители знаем, что вот у нас утвержден проект. Мы уже его обсуждали, везде в группы отправляли по классам и так далее, что у нас есть проект, разработанный нашим депутатом Сивцевым Станиславом Ивановичем. Он вообще хороший, этот проект. Там и спортивный зал, 2 спортивных зала, актовый зал, мастерские, которых у нас вообще нету, да? И там будут учебные классы для начальных классов. И получается, наша школа полностью, все вот наши дети, 1500, да, они как раз и лезут в эту школу. А тут получается, проблема-то в чем, да? Такое чувство, что нас обманули. Потихонечку начали строить, никому еще не сказали. Я так понимаю, что и у них даже разрешения нет уже на строительство. Разве есть разрешение? Это не объект капитального строительства. Ни паспорта, ничего. Ну, ничего же А нет. согласование с кем-нибудь А и будет? потом, С родителями хотя бы поговорить. А почему не предупреждали, например, почему публичных слушаний не стали делать до того, как начали строить? А почему этого не Елена сделали? Никодимовна, можно поправить? Мы с родителями на общешкольном собрании этот вопрос обсуждали. То, что будет строиться спортзал, наши родители знали. А в группе Когда вы это было? тоже это обсуждали. Это было весной. Это было весной, май месяце это было. Надо было бы Родители родительское собрание. говорят. А родительское Дело в том, собрание что если мы приходили. построим этот спортзал, да, тогда у нас пристроят и не будет же. Я, например, лично не верю в это, что построят. Там нам обещали школу. На Чайковского к нам сюда приезжали с мэрии и обещали, что там будет филиал нашей школы. Там будет начальные классы, там будет спортивный зал, актовый зал, короче, все будет, да? И что в результате? Что будет строиться там? Скажите мне, пожалуйста. Что у вас в плане? Сейчас это который 3-й этап выборов. Да, 360 может. Да. Ну, надо честно признать, да, что за муниципальный бюджет, да, именно за муниципальный бюджет, к сожалению, мы школы не строим. Муниципальный бюджет не позволяет этого делать, полномочий. Да? Мы строим школы, все пристрои, которые у нас сейчас имеются, в рамках поддержки республики или федерального центра. Да? Вот, что в прошлом году было построено, там, пристрой к 5-й школе, к 12-й. Это все федеральные средства. Это средства сугубо не муниципальные. В этом году 26-я, 29-я. Я бы с удовольствием за муниципальный бюджет строил по 10 школ в год. Но денег таких нет. Понимаете? Вот на что нам средства, Буквально недавно то мы и президент реализуем. сказал. Станислав Иванович, вы же депутат, вы прекрасно это знаете. Я же вот ни слова не соврал. Ну, позволите, я выскажу, да, свои? Уважаемые родители, я вам постараюсь объяснить вкратце, чтобы вы все поняли ситуацию. Если привести пример по нашему Солидарскому округу, в частности по 20-й школе, по просьбе вас, родителей, для того, чтобы рассмотрели строительство 20-й школы, задавались вопросы в тот период, еще на тот период, на 18-17 года, на сегодняшний день департамент градостроительной политики тогда был, да, вот, сегодня департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры. Вот, тогда ответ звучал следующим: да, в планах заметим, наметим, будем, как говорится, планировать. Вот. Отдельно стоящие школы сказали, земельных участков нету, все. Вот, потом стали проговаривать вопрос, родители сказали, что-то надо, как говорится, предпринимать. Правильно сказали о том, что 1400 детей учатся в этой школе, дети сидят друг на друге, да, вот, и получается чуть ли не в 3 смены обучение проходили, нету спортзала и так далее. Разговор был
с директором школы Саргуновой и так далее. И тогда, ну, я уже взял эту инициативу на себя и обратился в проектный институт. Почему пристрой получился именно в том виде, который размещен он внутри территории? Потому что я не настаивал о том, чтобы туда. Я сказал, проработайте вариант для того, чтобы размещалось, ну, определенно вот это вот 1200-1300 учеников. Пытались разместить сюда, здесь, соответственно, проработка не подошла. Почему? Потому что требования архитектуры и градостроительства не позволяли вот здесь, с этой стороны. И вариант предложили здесь, вот внутри двора, с учетом захвата расселения одного дома, тот, который стоит по Лунгина 25/3. Если бы рассматривали с этой стороны, то пришлось бы расселять 3 дома подряд, вот этот и следующий. Естественно, этот вариант был уже по экономике сложнее. И захватили вот этот дом 25/3, вот эту гостиницу и вот эти кабинеты теплоэнергии. На тот период, Антон Анатольевич, департамент градостроительной политики, рассмотрев этот вариант эскизного проекта, взяли его на вооружение и, соответственно, опубликовав На его, основании его сделали проект. да, проект планировки территории и проект межевания территории. И родителям внушили о том, что в ближайшие годы, в течение 5 лет, этот пристрой будет рассматриваться в строительстве. Все. Вышел приказ Минобра, соответственно, включили в очередное строительство пристроев. Но получилось следующим образом. В Сесарском округе задекларированный пристрой к Сахаполитехническому лицею тоже не построили. Здесь тоже не построили. Но тем не менее стали строить, которые еще на тот период заявлялись, как сказали, 26-я школа, 29-я школа. Вот эти 2 школы, еще, по-моему, какая-то, да, вот с пристроями за этот период, за 5 лет начали строить. Наш Сесарский округ опять обошли стороной. А мы говорим о том, что в Сесарском округе развитие идет по строительству домов очень активное. Мы возьмем с поселка геологов, если посмотреть, сколько у нас построено и сколько строится. Той школы уже на сегодняшний день не хватает. В 20-й школе, если говорить о том, что вон там с 78-го построили, да, там будет 1000 квартир. То, что мы предлагаем на сегодняшний день построить, здесь 1800 квартир. Если мы говорим про спортзал, вы потом увидите. Этот спортзал нам предложат поделить на кабинеты, и там будут кабинеты. Это однозначно. Если говорить о том, что да, в скором будущем можно разобрать этот модульный спортзал и переместить его куда-то, и чтобы строить здесь, продолжать пристрой, ну, это, знаете, мечта. Вот. Если мы хотим вместе помечтать, я говорю, то, что на сегодняшний день Антон Анатольевич исполняет свою функцию уже, ну, в течение года, да, до этого был совершенно другой человек, и то же самое при выезде сюда были такие же разговоры. С того человека сегодня не спросишь, потому что нету. Антон Анатольевич продолжает говорить то же самое. Я считаю, что если взяли на себя обязательства и то предложение, которое было для начала утвердить здесь пристроем, они должны были его постепенно, соответственно, идти к этому пути. Было бы наглядно и спокойно. Вот этот собственник этой гостиницы, который имеется здесь, он даже добрался до меня и говорил, помоги, чтобы, ну, по крайней мере, выкупили мое помещение. Я говорю, я не имею права тебе что-либо говорить. С теплоэнергией это муниципальная собственность, они могут распорядиться. С расселением дома, если для муниципальных нужд, то же самое можно, по крайней мере, сделать. Есть еще много вариантов для того, чтобы совместить вот этот хозяйственный, как говорится, процесс, для того, чтобы построить этот пристрой. Мое мнение о том, что да, программы есть по строительству спортзала, да, подошли просто-напросто, ну, халатно. Увидели, как говорится, необходимость для школы, решили поставить, как говорится, на свободно существующем месте и определить. Вот. То есть узаконить в будущем. А если говорить о том пристрое и какой-то дальнейший вариант, то мы зайдем в тупик. Вот эти вот 3 дома, они еще больше обузой будут для того, чтобы построить этот дополнительный, как говорится, класс или помещение к этой школе. А на самом деле вы говорите правильно, что
поколение детей, которые здесь учились, они уже далеко не дети, они уже люди с высшим образованием, уже самостоятельные и так далее. По-моему, с улицы Лунгинова 20-я школа ни разу не менялась, ни разу не строилась и так далее. Назрел этот вопрос для того, чтобы, ну, на самом деле, муниципальной власти сказать, вы уж примите конкретное решение, вы уж доведите это дело до конца. Про это каждый раз на отчетах департамента градостроительства задается вопрос, и каждый раз идут обещания, да, в планах, да, будем строить, да, и так далее, и так далее. Ну, пусть ходатайствуют перед, скажем, правительством республики, чтобы в правительственную, в республиканскую программу включили, если до федерального бюджета далеко, пусть ставят в планы, но не вошли. Почему? Потому что считают, что это потом. Уже поколение за поколением вырастает, а пристроек в школе нету. Школы 20-й отдельно стоящей нету. Ютиться в спортзалах, в следующий раз приспособят другое помещение. Скажут, начальные классы там. Я прошу прощения, что... Антон Анатольевич, 2 минуты. Мы перешли к 2 минуты. вопросу 2 минуты. 2 минуты. Пусть договорится. Вот смотрите, был такой случай в 2018 году. Школа бокса Балакшина переделали под начальный класс. Где на сегодняшний день учатся начальный класс? Здесь? Сейчас здесь. Здесь. Там 1 год учились. Вот. Я далеко ходить не буду, сами рассуждайте. Мне указали на регламент, поэтому позвольте закончить. Вот мое, как говорится, выступление по этому поводу. Можно я, уважаемый заседающий, можно я как инициатор ряда школ здесь для вас, я скажу предысторию. Тут какая была история, это отдельно. Я вообще против этих пристроек и так далее. Это же полумера, уважаемые родители. Это же очевидно. Вы же сами это прекрасно понимаете. Вот вам втюхивают эти вот, и власти вам это втюхивают, и депутаты, что это вот надо решение. Это не решение. Знаете, какое было решение? Сайсары в нулевые годы единственным был районом в городе Курске, в котором имелось 3 аварийные деревянные школы. Сегодня есть одна хотя бы? Нет. Поэтому подход должен вот к этой быть проблеме, которую озвучивает. Хотя я очень удивляюсь. 5 лет назад где это была проблема? Об ней никто не знал, наверное. Все об этом знали. 20 лет назад мы еще этот вопрос решали. Так вот, как делается по-настоящему? Если застройщик хочет зарабатывать деньги, а он зарабатывает на этом, он берет и в рамках частно-муниципального партнерства или государственного партнерства строит социальные объекты, как, например, Прометей. На Прометеевском участке он построил школу, там тысячник, да, один. Сейчас у него республика и выкупает. И не надо путать, чтобы школы строила муниципальная власть. Муниципальная власть может только выделить землю. Только и все. На этом цикл завершает. А ее нет действительно. Так вот, пускай инициаторы, которые дадут возможность расселить дома, социальный объект будет им помощь, например, это же школа, и мы тогда можем там, ну, развивать этот район. Как мы сделали в нулевые годы? Мы предусмотрели школу 18, которая самая новая практически у нас в республике, да, такая хорошо насыщенная школа, для того, чтобы разгрузить как раз Сайсары, именно вот этот район Ильминская, туда дети пошли, Геологов, Борисовки, 3-й Борисовки и так далее. Даже вплоть до того, что у нас там дети с птички ездят. А 25-ю школу сначала мы ее выкупили. Сначала, ну знаете, магазинская была, может быть, тут же магазин знали, выкупили, потому что нужда была, такая школа была аварийная. Потом ВИЗ построил новую школу. Вот это подход, так скажем, государственный. Не просто пристройчики лепить, а школы строить полноценные. Поэтому вот этот вопрос здесь, сегодня и сейчас нужно решать так. Никаких пристроев не делать. Ну да, если думаете, вот этот пристройчик решит проблему у нас сегодня? Нет, конечно, он не решит вопрос. Давайте решим это. Предлагаете большую школу построить, значит... Правильно. Не цепляться за то, что вот здесь там вот что-то там спортзал с кем-то. Да надо радоваться, ребята. Давайте уже объективно смотреть. То, что сегодня власть делает, максимально, это действительно вот есть что сегодня предложить нам, вот именно жителям Сайсана. Вот это факт. Что-то другое сделать, вот что-то, кабы и так далее. Кстати, хотел заметить, чтобы инициировать школу, депутаты городской думы должны в первую очередь инициировать это в Государственное собрание ЛТУМЭН, и ЛТУМЭН, депутаты, должны в инвестиционную программу это все включать. Было это сделано?
Конечно. Где это? Результат на бумаге. Ну что, вам сейчас даже принести? деньги не предусмотрены. 5 лет нельзя было на дверь стучаться. Но вот мою бытность, например, я с Егором Афанасьевичем на дверь стучался 10-15 раз, у нас рукопашная была. За школу номер 18. Построили. Так что ж за 20 Виза, никто так не а берет, потому так что мы в не 20-ю школу самую первую деревянную снесли. Потому что 20-я школа, вот там стояла на Лондоне. Да, и вы её переселили. Правильно, потому что это было радикальное решение. Сейчас мгновенно, замечу вам, вот то решение, которое принималось в нулевые годы, в 2001 году, что перенести сюда школу, это было Евгения Исаевна, вот, дай бог ей здоровья, которая пришла в мэрию, топнула ногой и сказала, школу надо сносить. И мы нашли решение тут же. Это было правильное решение, потому что школа разваливалась. Вы думаете, Это же тоже и развалилось. это мы сделали за 3 месяца, и май, июнь, июль. В августе мы уже сюда заводили детей. Так что мы память Нет, это не же успели. было на территории. А сегодня- Это же тоже было аварийное. Отлично. И вы детей Отлично. переселили Мы в поставили новую вопрос, школу. только поставили его шире, чтобы построить 18-ю школу, разгрузиться Исарой, и построить еще 2 А школы. может давайте как-то решим с 20-й, Поэтому объемно вот возьмем, сейчас и как раз все, власть- что надо, мы сделаем. Правильно. Вы правильно И говорите. спортзал, я считаю, вот это. Почему об этом не говорилось 5 лет назад? И больше мы Да. ничего 5 вообще лет не назад-то почему об этом не говорилось, когда перед 5 лет выборами? назад мой ребенок только первый раз сюда. Так вам в надо первый было класс тогда пошел. митинговать У меня перед дочь сейчас. спортсмен, да? Где уже этот ваш спортзал, как Поэтому, Сергей Баян? уважаемые- Давайте школу. уважаемые жители, Процедура очень простая. Надо перед властью ставить вопрос. Депутаты должны их продвигать. В бюджете даже Хорошо, должны быть давайте деньги. поставим этот вопрос. Вот вы сейчас наказы депутатам, которые будут избираться, делаете, и пусть потом посмотрим, кто на перегонки будет бегать, выбивать школы. А сейчас-то что об этом говорит? Да, правильно Да говорят. ерунда В это бюджете всё. нет, Это каждый не раз заложено перед выборами, денег. что Так ли. это их надо обязанность уже была, чтобы заложить закончить деньги. то дело, которое уже начато. Чтобы, чтобы деньги вложить, надо было заранее об этом думать. Уважаемые жители, давайте уважать друг друга, не будем выкрикивать. Это только бумажка. Это не внесено никуда, даже в бюджет не внесено. Город Иркутск не может Это построить. просто на словах сказано, получается. Это вот кто-то Я сказал как там. выпускник 2006 года скажу, что в 20-й школе убить спорт. Он давно. Я спортсмен, извините меня, в прошлом, да, и в 2006 году мой спорт закончился. И если честно сказать, сколько лет прошло 2006 года, мои дети здесь ходят в школу, здесь спортзал, который строится, я очень рада за это. А какой-то пристрой, который, извините меня, Это даже не даст, это даже не если даст. бы был бы он в плане конкретно, вот в большой бумажке написано было бы, то, конечно, об этом можно говорить. А тут конкретно люди говорят, Нет, а что что не даст будет этот этого спортзал? пока. Это в Подождите. план же внесено Ответьте было. вот мне на вопрос, что даст на данный момент этот спортзал? Спорт Он чуть раз- больше тот, с которого спорт наш раз- В школе не нужен спортзал? Давайте тогда вообще ничего не будем Она строить. нормальная школа. Тихо, 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 тихо. Успокойтесь. И мастерская нужна. Да детей с улицы заберем хотя бы беспризорно. С улицы заберем. Вот это А главное. что делать? Как Они то? захотят, Вы хотите, чтобы преступность Нет, ну это развивалась? уже одна. Вы хотите, чтобы Я наши не дети- хочу. Ну зачем нам тот спортзал? Нам-то нужны учебные Ладно, давайте, люди, родители, да, уважаемые родители, давайте не ссориться не будем, мы все на одной стороне, мы все Девочки, сейчас заботимся. ничего это не решится. Да, мы все Давайте заботимся о наших давайте детях, о будущем поколении, поэтому давайте А времени здесь и негатив дат как нам раз таки говорят. не будем выключать, У а нас же с искать вами именно был конструктивный диалог. вопрос, Вы да, задаете диалог, вопросы, мы вопрос-ответ. стараемся на них Так, ответить. давайте, Уважаемые можно, горожане. можно я, да? Пожалуйста, Мустафа. Уважаемые родители, я внимательно послушал, да, вот мнение, скажем, присутствующих на сегодняшнем нашем собрании. Да, абсолютно верно. Вы правильно говорите, Владимир Юрьевич, о том, что нужно комплексно подходить к этому делу. И что предложение это должно развиваться в условиях на сегодняшний день комплексного развития застройщиков. Тем не менее, как говорится, эти комплексные, то, что варианты застройщики предлагают, зарабатывая на этом деньги, так они рассматривают эти вопросы с окружной администрацией. Вот они-то и пусть, они и должны выполнять свою работу вот именно таким образом. Абсолютно верно сказал Владимир Юрьевич. Но это не та история. Вот, ну, Владимир Юрьевич, у вас же опыт-то есть, как говорится, с территориями школ. Вот все знают про вторую школу, что там у вас, как говорится, какие-то спорные вопросы есть
по территории школы освоение. Давайте без Вот. Переключайте. Вы же говорите о том, что... Не, подождите. Вы подождите, я вам серьезно говорю, у него очень большой опыт по разделению этих земельных участков школ. Вот. А я говорю, У вот вас очень хороший сидит... опыт забирать себе участки. Вот, а я предлагаю, вот смотрите, вот уважаемые, смотрите, я говорю, вот прямо вопрос, прямо подсказку сделали прямую, вот сидит заместитель мэра, именно за развитие территорий, вот он должен буквально до выборов сделать предложение о том, что вот создал комплексное развитие территорий в части развития вот этой 20-й школы. Все. Станислав Иванович, ну давайте тогда уж по-честному. А не этого модульного Скажите, процесса. пожалуйста, в проекте комплексного развития территории 85-го квартала выделен земельный участок под строительство школы? Нет. Нет. Нет, не выделен. Вы почему в комитете, вы находитесь в Так комитете вы, по подождите, Владимир, вы уже сказали. Вы определили эти границы? Вы определили эти границы? Так вот сформируйте. Вы сформируйте. Вот вас же попросили, сказали, вот вы сформируете. А у Владимира Владимировича одни интересы. Ну, Какие интересы у меня? У меня интересы одни. от школы отнять. Уважаемые кандидаты, давайте вы Между собой успокоитесь, да, потом вы сядете между собой на политической арене, разберетесь, да, за голоса, это все-таки школа, это образовательный процесс, да. Сейчас мы думаем как раз таки о детях. Вот. Правильно Кстати, говорите. 1 сентября как готовимся к школе? Вот это интересно. Да, то есть мы все ждем Да, 1 вот сентября. спортзал, отлично. Спортзал. Что со столовой, расскажите нам. Столовые жалуются, столовые не да, родители? Столовой Да, нет? да. Что вы со У нас столовой есть будете делать? столовая. Давайте рассказывайте. Я вот